Всем привет! Что будет, если отжиматься каждый день? Станут ли мышцы более выносливыми и рельефными? Каким образом отжимания влияют на самочувствие, а также физическую форму? И зачем отжиматься каждый день? На все эти вопросы мы постараемся ответить в этом видео. Ежедневные отжимания могут быть полезны тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и не имеет времени для похода в спортзал либо другие физические активности. Эти упражнения задействуют обширные группы мышц и приводят организм в тонус, запуская метаболические процессы, а также усиливая вентиляцию в легких. Итак, ежедневные отжимания не могут сделать из вас гору мышц. Однако, если эти упражнения станут важным элементом вашей утренней зарядки, то это увеличит вашу эффективность и подарит заряд бодрости на целый день. Если отжиматься каждый день, то будут такие результаты. Руки обретут силу, усилится кровообращение груди и шеи за счет работы мышц. Ежедневные отжимания благотворно влияют на осанку и укрепляют мышечный корсет, поэтому фигура в общем становится более привлекательной. А вот для людей, которые желают нарастить мышечную массу, отжимания каждый день могут нанести вред, потому что мышцы не будут успевать восстанавливаться, и ежедневный эффект будет сводиться к минимуму. Заниматься до упада в принципе не так полезно, как может показаться на первый взгляд. При занятиях до полного истощения мышцы не успевают отдохнуть, что плохо сказывается на их работоспособности и не делает возможным тренировку каждый день. Суставы локтей могут изнашиваться, а также болеть. Если у человека силы восстанавливаются быстро, то адаптация к повышенным нагрузкам происходит в короткие сроки. В этом случае ежедневные тренировки можно продолжать без вреда для здоровья. Занятие же на пределе выносливости замедляет процесс и отодвигает временные результаты. Если каждый день отжиматься, то фигура приобретает мужественный вид, ибо формируются так называемые крылья благодаря активным тренировкам трапециевидной и широчайших мышц. Существует множество разнообразных техник выполнения упражнения, например, стоя, лежа, с использованием фитбола и ремней, на пальцах, а также с отягощениями. Каждый из этих вариантов упражнений решает свою определенную фитнес-задачу. Так, например, если вы любите отжиматься на ладонях, то это укрепляет суставы, а также усиливает хват. Очень часто можно слышать такой вопрос: вот я каждый день подтягиваюсь и отжимаюсь, а никаких ощутимых эффектов не наблюдаю. Но ведь всем известно, что любое действие рано или поздно дает результат. Возможно, просто не сразу становится заметным, что у вас в руках уже появилась сила. Кроме того, подтягивания задействуют обширную группу мышц спины и груди, которые обеспечивают статическую нагрузку на пресс. То есть происходит тренировка широчайших и круговой мышцы спины, большой и малой грудной мышцы, а также трицепса, задней дельты и даже бицепса. Единственный серьезный недостаток – это опасность повреждения либо преждевременного изнашивания суставов при неправильной технике выполнения. Отжиматься каждый день – это не обязательное условие для наращивания мышечной массы. Для этих целей разработано множество других эффективных методик, но отжимания по специальной схеме с успехом нивелируют усталости мышц, которые возникают при ежедневных тренировках на максимуме усилий. Увеличить количество отжиманий с минимума до 100 может даже новичок. Если ваш максимум сейчас меньше 30 отжиманий, то для достижения заветной цифры понадобится 10 недель. С каждой тренировкой увеличите количество отжиманий на 2. Всего за занятие необходимо сделать 5 подходов, постепенно увеличивая количество подходов. То есть схема следующая. Например, вы отжимаетесь 30 раз, это ваш личный предел. Через 3 минуты сделайте еще 28, спустя еще 26. На следующий день тренировку начните уже с 32 отжиманий. В результате получим не только отличную осанку, красивую форму рук и плеч с выраженной мускулатурой, но и удивление друзей от быстро достигнутого личного рекорда. К тому же эта схема позволяет аккумулировать полезные эффекты упражнения. Если отжиматься каждый день по 100 раз, то процесс будет происходить медленнее, а для качественных изменений в работе мышц понадобится не 1 месяц. И в заключение давайте поговорим, как же долго ждать именно этого заветного результата. Очевидно, что отжимания и подтягивания не сделают из вас Шварценеггера в первую же неделю. Необходимо терпение, регулярные тренировки, соблюдение режима сна, питания, отдыха, а также обязательно насыщенными белками рацион. Только в этом случае перемены будут очевидны. И если не останавливаться и отжиматься каждый день, то результат будет довольно скоро виден. Руки и плечи начнут укрепляться, а грудные мышцы приобретут рельеф. Если тренировки проводятся по интенсивной схеме, то оптимальное время, когда эффект становится заметен, это примерно месяц, а расширение спины станет заметно уже примерно через 10 недель ежедневных подтягиваний.